В этом году республика отметит 85 лет со дня рождения первого главы Коми Юрия Спиридонова. Человек эпохи, так говорят о нем. Он руководил республикой в переломное время. Под его началом регион сумел преодолеть все трудности. Владимир Уйба распорядился подготовиться к юбилейной дате. На неделе оргкомитет решал, что делать. Анна Зубарева расскажет подробности. Парень из простой деревенской семьи. Видел и голодное детство, и тяжелый труд. Мечтал выучиться и всегда хотел быть первым. Ведь по всей стране тогда гремел социалистический лозунг «Быть первым и всегда впереди». Поэтому Спиридонов и был первым. Во время учебы в Свердловском горном институте, на Магаданском прииске, куда попал уже после учебы, и здесь, в Коми, в Ярикском нефтегазовом управлении, где за 11 лет он вырос от горного мастера до начальника шахты. Он был своим и среди начальников, и среди простых людей. Спиридонов был вхож в кремлевские кабинеты, был в хороших отношениях с Борисом Ельциным, но при этом он оставался простым и близким к народу. Он слышал и чувствовал тех, кто веками жил на этой северной земле. Он чтил традиции. На спецкурсах даже изучал коми-язык, чего требовал и от своих подчиненных. При Спиридонове были утверждены 2 государственных языка. Про него говорят – уверенный, жесткий, справедливый. Был упертым и настойчивым. Всегда старался доводить начатое до конца. А еще всегда старался найти компромисс и мог признать свою ошибку, если был неправ. В этом году, когда исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича, мы часто будем его вспоминать. Он это заслужил. Ни один район не останется в стороне. В плане круглые столы, олимпиады, конкурсы, выставки, творческие встречи. Кульминацией празднования станет концерт в Республиканской филармонии. А еще в свет выйдет книга «Спиридонов и его время». Задача была такая, чтобы соратники, современники Юрия Алексеевича, и не только о нем, но и об эпохе, действительно было такое непростое, сложное, но и интересное время. В книгу войдут больше 40 очерков. Материал уже на финишной прямой. Пару недель и начнется работа с типографией. Спиридонов вошел в историю как первый глава региона. Его знали, ему доверяли. Транспортный путь Белкамур, освоение среднетематских бокситов, гимназия искусств и многое другое. С его именем связан ряд крупных социально-экономических проектов Коми. Он смог отстоять строительство кардиоцентра, который стал крупнейшим на северо-западе. Нашлись и врачи, в чем многие сомневались. Теперь название центра предлагают дополнить – кардиоцентр имени Юрия Спиридонова. Я думаю, что всем здесь присутствующим известно, сколько крови выпили с Юрия Алексеевича при строительстве кардиоцентра, всех мастей тогдашних. И насколько значим этот объект для республики, который строился в тяжелейшие годы, финансовые и во всех отношениях. Человек своего времени, эпохи строек и романтики. Работайте, в работе счастье. Главные слова его жизни. Спиридонов любил свое дело, любил ставшую ему родную республику. Стоял у ее руля непростых 12 лет. Свято-Стефановский кафедральный собор тоже построили при нем и во многом благодаря ему. Собор второй по величине после храма Христа Спасителя в Москве. Они строились одновременно. И это на севере. Такой размах. Есть такое предложение. Сейчас очень красиво площадь перед собором благоустроили. Может быть, площадь эту назвать имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Это в центре города. Сколько внес Юрий Алексеевич в этот собор, знают те, кто был в это время рядом. Предложений на оргкомитете прозвучало много. Например, учредить премии имени Спиридонова за вклад в развитие экономики республики и за вклад в развитие науки и образования. В Усинске установить памятник Юрию Алексеевичу, организовать передвижную фотовыставку и присвоить имя Юрия Спиридонова одной из центральных улиц Сыктывкара. Сегодня у нас улица имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Вот она в таком виде находится летом и зимой. Она находится в местечке Кочпанчит. Вот, на мой взгляд, она не соответствует вкладу и значению Юрия Алексеевича Спиридонова, который оказал и республике, внес свою душу, жизнь, здоровье, талант свой и города Сыктывкара. Правда, идею поддерживают далеко не все. Насчет переименования улицы я бы воздержался. К этим вещам, переименованиям, надо очень аккуратно относиться, мы получим обратный эффект. Я думаю, что надо заниматься не этим, а довести улицу, заставить
город, довести эту улицу, этого уважаемого человека до нормативного вида. В одном мнения точно сходятся. Самое главное – это сохранить память о Спиридонове, масштаб личности которого были шире даже самой нашей бескрайней родины. Он мог вспылить, повысить голос, постучать кулаком об стол, но всегда боролся за правду, за результат. Он бесконечно любил этот северный край. Ему и посвятил всего себя, сохраняя верность до последнего дня.